Один из самых известных бойцов ММА Ингушетии Хамзат Далгиев уже совсем скоро должен провести очередной поединок. Турнир M1 Challenge 105, который пройдет 19 октября в столице Казахстана, соберет лучших бойцов промоушена. В рамках турнира запланированы 2 титульных боя, но главным событием бойцовского вечера, по мнению поклонников ММА из Ингушетии, станет поединок экс-чемпиона M1 в полулегком весе Хамзата Далгиева против бывшего претендента на титул в легкой весовой категории бразильца Мичела Сильвы. Хамзат Далгиев после выступления на битве в горах в 2017 году решил подняться в весе. Сгонка лишних килограммов зачастую давалась с трудом, что в свою очередь негативно сказывалось на бойце. Организм после истощения не успевал должным образом восполнить свой энергозапас. Но за счет силы воли и бойцовского духа Далгиев часто выбирался из самых сложных ситуаций в рейдже. Однако вечно искушать судьбу было бы очень рискованно, поэтому, чтобы лучше и зрелищнее выступать в рейдже, Далгиев решил подняться на одну весовую категорию. В весе до 71 килограмма Хамзат уже успел провести один поединок, и поклонники ММА сразу же отметили рост уровня ингушского бойца. Свой поединок в легком весовом дивизионе Далгиев провел в середине декабря прошлого года. Выиграв техническим нокаутом у Баемана Нурмамата, Хамзат начал новую страницу своей бойцовской биографии. Давайте вспомним этот поединок.
Одним из самых ярких поединков в карьере Хамзата, когда всем стало ясно, что этот парень не отступит ни перед какими трудностями, стал бой против Ронни Гомеса на турнире «Битва в горах». Оказавшись в тяжелейшем положении после доминирующей позиции противника в партере, когда Гомес проводил удушающий, Долгиев не сдался. Это и есть показатель бойцовского духа. Ты можешь тренироваться до изнеможения, вырабатывать выносливость, ставить акцентированный удар или быть первоклассным мастером борьбы. Но если при всем этом не будет бойцовского духа, то далеко по карьерной лестнице не взобраться. Ladies and gentlemen, after 2 minutes 26 seconds of the first round, we have a winner due to referee stoppage to ground and pound, Khamzat Dalgiev! Khamzat Dalgiev, Республика Ингушетия, Россия! Уровень подготовки бойца определяется также и его универсальностью. В активе у Долгиева самые разномастные победы. Нокауты, удушающие и болевые. Хамзат может похвастаться внушительной нарезкой хайлайтов. После каждого поединка нужно делать необходимые выводы и двигаться дальше, что, собственно, наш боец и делает. Переломным моментом в карьере Долгиева стал поединок против чемпиона на тот момент в полулегком весовом дивизионе М1 Ивана Бухингера. Начав поединок не очень удачно и пропустив пару акцентированных ударов, Долгиев не стал менять план на бой, что в итоге принесло ему результат. Давайте вспомним, как наш земляк завоевал титул чемпиона.
На предстоящем турнире в Казахстане Хамзату предстоит биться против очень опасного соперника. Бразилец Мичел Сильва – один из самых нестандартных бойцов в ростере промоушена. Длинный рост, немного нескладное телосложение наводят на мысль, что боец из него достаточно среднего уровня. Но мощь ударов Сильвы, а также его навыки джиу-джитсу испытал на себе не один высококлассный боец. Один из самых запомнившихся поединков Мичела Сильвы – бой за титул чемпиона М1 в легком весе против Романа Богатова. Обладающий безупречным рекордом, Роман Богатов поначалу ничего не мог противопоставить претенденту в стойке. Раз за разом расстреливая соперника с дистанции, Сильва, казалось, уже вселил уверенность болельщиков своей техникой. Но одного удачного тейкдауна с последовавшим затем удушением оказалось достаточно для победы чемпиона. Титул Богатов сохранил, но от этого менее опасным для всего дивизиона Мичел Сильва не стал. Именно с этим бойцом предстоит сойтись в противостоянии Хамзату Далгиеву. До турнира остается не так много времени. 1 месяц – время вроде бы достаточное для того, чтобы изучить соперника и выработать свой план ведения поединка. На данный момент Хамзат Далгиев находится на тренировочных сборах в Казахстане. Возвращаться домой до окончания поединка наш земляк не собирается. Если я выиграю, надеюсь, что следующий бой у меня будет за пояс. И моя конечная станция – это, конечно же, пояс по-любому забрать. То, что я потерял. И посмотрим дальше. Турнир пройдет в городе Нур-Султан 19 октября. Я думаю, что турнир будет очень зрелищным, ярким и соберут много болельщиков. И когда за тебя болеют, переживают, бывает мотивация, что ты должен... бывает у меня мотивация в том, что я обязан выложиться на 100%, и я стараюсь именно выложиться, добиться успеха. Выносливость, работа в партере, ударная техника, и строгая тактика, которой нужно придерживаться во время боя. К каждому из этих аспектов Далгиев готовится очень усердно. В данный момент подготовка идет очень хорошо, отлично. Готовимся, набираем потихоньку форму. Надеюсь, что к бою я буду уже в своем пике и постараюсь выложиться на 100%. Больше упор делаю в стойку, так как мой оппонент обладатель черного пояса. Как поединок пойдет, так и мы будем готовы, иншаллах.
В данный момент чувствую себя очень хорошо. Есть немного трав, но это все пройдет, не мешает мне готовиться. По сопернику могу сказать, что он очень высокий, неудобный, хороший, но серьезный соперник. Разумеется, болеть за Хамзата будут и в родной республике. Благодаря своим зрелищным выступлениям Долгиев уже завоевал любовь фанатов смешанных единоборств не только в Ингушетии. У каждого из поклонников таланта Долгиева есть свой сценарий предстоящего поединка. У Хамзата очень сильный дух. И мне кажется, он добьется больших высот. Победа и поражение от Всевышнего. Мы надеемся, что Хамзат выступит отлично и порадует своих земляков. На это надеемся. За несколько дней до боя Долгиеву предстоит преодолеть самое сложное в процессе подготовки испытания – весогонку. Теперь, учитывая смену весовой категории, все должно пройти гладко. Ну а болельщики, как всегда, будут поддерживать своего земляка. 19 октября, Нур-Султан, болеем за наших.